В этой уютной гостинице под названием «Волна» в центре Гудауты с сентября проживают российские медики, которые приехали на помощь абхазским коллегам. На просьбу главы СЭС Гудаутского района помочь с размещением врачей, работающих в красной зоне ковид-центра, директор гостиницы Геннадий Кварацхелия откликнулся, не раздумывая. Мы встретились с ней, и она мне рассказала, так и так врачи приезжают, реаниматологи из Башкирии, помогают Абхазии в связи с пандемией. Я говорю, хорошо, говорю, взял уборочку, сделал, уборку сделали, все, под ключ им отдал, и вот они поселились здесь. 6 человек, каждый по номерам своим, и потом кто-то еще добавляется, кто-то еще уезжает, и вот так вот. Вчера 6 уехали, сегодня еще 6 приехали. Всего в отеле 9 номеров. Накануне из гостиницы выехала группа врачей из Башкирии. Сейчас здесь проживает 6 медиков из Москвы и Оренбурга. На объекте соблюдаются все санитарные нормы. На момент нашей съемки врачей в гостинице не было. Мы не можем не предоставить, так как мы, жители Абхазии, мы должны друг другу помогать. Вы знаете, в тяжелую минуту мы всегда объединяемся и все рядом становимся. Желаю всем добра, счастья, радости. Наши дети в Абхазии будут жить, и они должны в благом состоянии жить. Дай Бог здоровья всем. А вот еще один объект – гостиница «Серебряный пляж» в новом районе Гудауты. С самого начала пандемии в отеле находились на самоизоляции абхазские медики, работающие в Гудаутском ковид-центре. Сейчас здесь проживает группа врачей из Калининграда. У них у всех одноместные номера, у них номера со всеми удобствами. Ну, по мере возможности пытаемся выполнить их пожелания, насколько это в наших силах. Несмотря на то, что в гостинице проживают медики, прием туристов не был остановлен. Никаких жалоб от гостей за этот период не поступало, да и заболевших здесь не было. Объект соответствует всем санитарным нормам. Все сделано так, чтобы жители отеля не пересекались. Всего в гостинице 20 номеров. В 6 из них живут медики из Калининграда. У каждого из них свой номер и свой выход на балкон. Коридоров в гостинице практически нет. Чтобы попасть во двор, врачи спускаются по наружной лестнице. Татьяна Ивашкина по образованию медик и довольно часто общается с сотрудниками санитарной службы Гудаутского района. И, конечно, когда во время пандемии возник вопрос предоставления жилья медикам, находящимся на самоизоляции, проявила инициативу и решила помочь. Она и сама переболела вирусом и обо всех тяжестях болезни знает не понаслышке. Я уже переболела, уже сдала анализ на антитела, поэтому могу сказать, что тем, кто не верит, ребята, верить надо. Это как самый тяжелый грипп, только немножко хуже. И, может быть, мне не так было тяжело болеть, как очень тяжелый выход и реабилитация перед того, как человек переболел. Очень длительный период, поэтому всем рекомендую все-таки относиться очень серьезно к тем рекомендациям, которые даются, выполнять требования. И это прежде всего, в общем-то, социальная ответственность каждого человека. Татьяна с самого начала пандемии принимает звонки на горячую линию по Гудаутскому району. Таким образом, она старается помочь людям, проходящим лечение на дому. Сейчас у нее наблюдается около 14 пациентов. Вадим, добрый день, да. Татьяна Юрьевна. Скажите, пожалуйста, как ваше самочувствие? Ничего, все так же, ничего не поменялось. Понятно. Вы начали принимать все препараты, которые мы с вами вчера проговорили? Да, я все взял, все принял. Угу, хорошо. Тогда в случае изменения вы меня набираете сами, а так мы с вами постоянно, в общем-то, на связи. На 8-й день будем контролировать наши легкие. Нам удалось пообщаться и с приехавшими накануне врачами из Калининграда. Они уже отработали одну смену в красной зоне ковид-центра. Работа протекает в штатном режиме. У нас 18 коек реанимационных. На них работает 3 врача. Помимо этого есть местный персонал. С учетом распределения сил и средств все протекает достаточно гладко. В больнице есть все необходимое оборудование, любые медикаменты, которые нам требовались. Медицинский персонал весьма профессионален, поэтому каких-то проблем с взаимодействием у нас нет. Позавчера мы пришли со смены, мы разделились на 3 группы. В каждой группе есть по 3 специалиста, которые курируют 6 больных
согласно стандартам оказания медицинской помощи. Мы собрали целую команду врачей. У нас есть анестезиологи, реаниматологи, каждый из которых работает в своей группе. Помимо этого у нас есть врач-пульмонолог, врач-инфекционист, который работает в рамках своей компетенции, врач-хирург, который там необходим для оказания хирургической помощи этим пациентам, и медицинская сестра-анестезистка, которая оказывает консультативную помощь. Завтра мы идем в красную зону. Я врач-пульмонолог, врач-инфекционист. Врач-пульмонолог Ксения Келемиченко 7 месяцев проработала в красной зоне в России. Сейчас в красной зоне Гудаутской ЦРБ. По словам медика, благодаря слаженным действиям коллектива Гудаутского ковид-центра работа достаточно эффективна. Мы наработали определенный опыт работы с данными больными. Мы можем оценить тяжесть состояния и дальше скоррегировать терапию согласно протоколам, которые нам предоставляет ВОЗ. Мы можем предупреждать определенные состояния, которые развиваются на фоне осложнений данного заболевания, учитывая его смешанный патогенез. Поэтому все усилия мы направляем именно на это. Мы скоррегировали терапию согласно тому, что должно протекать и какие последствия мы от этого ожидаем. Поэтому мы уже встречались с такими больными на СИПАП-терапии, на высокопоточном кислороде и на ИВЛ. Поэтому мы имеем положительный опыт, конечно, какой-то негативный опыт, но этот опыт нужен для того, чтобы дальнейшие предупреждать ошибки, которые мы можем совершить. Нам приятно работать с коллективом, он выполняет наши назначения и вопросов лишних не задает. То есть и при этом у нас идет обмен определенным опытом. В этой гостинице врачи могут позавтракать. А если говорить о полноценном питании, то для российских медиков оно организовано вот в этой уютной столовой в центре города. Сюда врачи приходят 3 раза в день. Меню разнообразное. Повар на работе с утра до поздней ночи. На завтрак я им готовлю сырники, это обязательно, блины с добавками или с творогом, это обязательное меню у меня. Каша это обязательно. И омлет, яичница, что они выбирают, что они хотят, мы по их желанию готовим все блюда. Когда они хотят, например, все разные хотят, то первые хотят, то второе, то рыбу, мясные блюда, все, мы им не отказываем. По их выбору у нас готовится все. А сейчас вы кого-то ждете? На обед ждем. Одна партия, уже 4 человека были у нас, позавтракали, и на обед уже ждем еще вторую группу. То есть они по группам приходят? Да, по группам приходят, потому что они посменно все в разные смены, то в ночную, то в дневную, и они вот так меняются, но каждый из них попадает на ужин, на обед, на завтрак. А вы всегда здесь, на рабочем месте? Да? Я всегда на рабочем месте, я 6-й месяц без единого выходного дня. Я хотела отдохнуть, 29-го хотела закрыться, вот сентября, когда первая группа подошла, но Аслан Султанович подошел ко мне, Манана говорит, завтра к нам поступают врачи, которые дают поддержку нашему государству, говорит, по болезни, по вопросу пандемии, мы должны их кормить, вы не поедете домой. А вашей смене сколько человек? Мы только вдвоем. Да. Она тут? И помощница моя. Я говорю, раз так надо, значит, мы тоже должны поддержать. Люди едут к нам, а местные это должны мы тоже поддержать. А вы здесь где-то живете? Я в Гали, я сама из города Гали. Как я приехала с июня месяца, я пока 1 день, я 1 час не отдыхала пока. Я с радостью готовлю для наших гостей, которые приезжают. Я хочу поддержать, показать основу нашей традиции, какие мы гостеприимные, абхазский народ. На просьбу районной администрации и СЭС организовать питание откликнулся вместе с друзьями и братьями директор Гудаутского хлебзавода и столовой Аслан Лакоба. На время пандемии столовая работает лишь для российских врачей. Здесь я не один, здесь я тоже с братьями, с друзьями. То, что касалось питания в комплексе, никаких ограничений не было, там какого-то меню не было. То, что они хотели, имели желание по питанию, никаких преград не было, все они получали. Только идет в этом объекте питание врачей, местных никого, мы объясняем положение, что есть какой-то риск, что вы можете заболеть. То есть мы это им все говорим, местных мы уже не берем, также и отдыхающие, которые здесь питались, их тоже только врачей кормим и все. Мы покупаем свежее мясо каждое утро на рынке, все на свежем, все свежее, каждый день готовится.
Я, насколько знаю, вот и глава поблагодарил, люди довольны уехали, вот те, которые были с Уфы. Местные предприниматели стараются обеспечить российских врачей самым необходимым и предоставить им достойные условия проживания. За это они не требуют денег. По их словам, им нужно лишь одно – чтобы все были здоровы. Невозможно в рамках одного репортажа рассказать о всех добрых делах и поступках, которые были сделаны за этот период. На время пандемии город превратился в большой лагерь из людей, в котором каждый старается помочь в борьбе против коварного вируса. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.